Да. Но редко. Редко. 2 или 3 раза. Случайно получилось. Там был разведенный спирт, я не знал, я такой был наивный. Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста. Вы когда-нибудь употребляли наркотики? Наркотики, значит, вот в Узбекистане, в Средней Азии летал в командировку, там такое есть трава, называется насвай. Продается на рынке, она не считается наркотиком, но как бы это подобие наркотика. Они его жуют. Под язык кладут 5 минут, и потом выплевывают. Не советую никому. Вот меня приучили к этим сигарелам, которые я курю сейчас. Вот в состоянии стресса мне предложили закурить, и вот 8 лет не могу отвыкнуть. Вот не надо пробовать, это гадость. Выпейте стакан, бокал шампанского, тот же эффект будет. Дина Вольф, сколько с вами пришло охраны на студии? 2 человека, и они не столько охрана, сколько бывает вот где-то очередь, где-то нужно быстро там встать, пройти. Прямой функции охраны они практически не несут. Вот был случай, я в цирке выступал. Не в цирке, цирковое искусство, а там какой-то коллектив проводил юбилейное мероприятие. И мне сказали, вон там наверху нужно быть. Я иду, прожектора ничего не вижу, и ударился, потому что там под куполом. И поэтому охрана идет впереди, чтобы не знать, где-то нагнуться, потому что там неестественный был выход ко всем, кто сидел там. И я очень сильно ударился. Вот здесь я даже не мог найти сперва, кто это со мной разговаривает. Где он стоял? Потому что вот все же мне в глаза, вот вы уже привыкли, и вы не главный герой, вам проще. А мне нужно, видите, носки заметили. Я даже не заметил, какие носки. То есть, когда человек в поле зрения, он в большем напряжении находится. Пожалуйста. Дядя Вов, можете сказать, как вы относитесь Как он сказал, дядь Вов? Молодец. Это самое лучшее. Я под Новый год как-то, по-моему, даже в этот раз ли туда сказал, что все для меня там, когда нужно поздравлять, говорю, все дети для меня мои племянники и племянницы. Хорошо. Что вы можете сказать по поводу политики Буша в Ираке? Ну, это... Это борьба за экономику. В этом смысл борьба. Потому что самое главное, вот выключить этот свет, все, мы должны уйти. Самое главное, не хватает энергии. 6 миллиардов должны быть в тепле, и все должно быть освещено. И Америке не хватает. У них 100 миллионов бензобаков, 100 миллионов машин. Нужно заливать каждый день бензин. Если нет бензина, все, Америка выходит на улицы, и Буша не будет. Он собирает бензин со всей планеты и бомбит любую страну, иначе его он потеряет власть. И это очень плохо, потому что страдают другие люди. Это прямая агрессия. Владимир Вольфович, одна из ваших племянниц очень хотела бы знать. Кроме ваших политических пристрастий, вы знамениты тем, что не пропускаете ни одну премию, ни один голубой огонек. И скажите, вы могли бы выступить на Евровидении, представить нашу страну, и, может быть, с вами бы, наконец, заняли первое место, и с какой бы вещью вы выступили? Когда я был в вашем возрасте, Владимир Трошин пел песню «Ночной звонок». Я вхожу в автомат ночной, набираю я номер твой, и сигналы к тебе летят. И эта песня как раз про свидание, что вот, не заснул человек в самом центре Москвы, не заснул человек. Это самое типичное свидание. Молодой парень звонит, и я звонил, и стеснялся, когда она подходила к телефону. То есть и песни вот я люблю, и все, это хорошо. И если бы на Евровидении вот наши продюсеры бы действительно бы меня бы выставили, меня знает весь мир, они бы все боялись бы, первое место дали бы, 100%. 100%. 100%. Здравствуйте. Да. Владимир Вольфович, как вы относитесь к сексуальным меньшинствам в России? Как бы возможны какие-то новые формы вот в этой сексуальной морали. Плюс, главная причина, человечество всегда воевало, воевали мужчины, и поход на войну на 10 лет уходили. Вот Александр Македонский, даже про него говорят, что он относился, или там Юлий Цезарь. Они уходили на десятилетия. Где? Что есть? Никого же нет. Это чужая страна, чужое общество. Они же мужчины. Или в тюрьмах сидят. По 10 лет, по 15. Или в казармах солдаты, или геологическая партия, или моряки уплыли куда-то. То есть нет возможности регулярности тех отношений, которые естественные. Половые отношения такие же, как прием пищи, как вот ваше движение. Человек должен двигаться, он не может не двигаться. А мы же закрыли тему. И в этом плане
человечество ищет, так сказать, возможности как-то удовлетворить. Могли бы поцеловать мужчину? А? Мужчину смогли бы поцеловать? Вот. Я, Имеется в виду по-взрослому. да, на военную службу меня отправили в Тбилиси. И там обычаи у них, хотя они православные. А когда приехал на практику в Турцию или вообще в арабские страны, там обычаи. Там мужчины целуются обязательно друг с другом. Если мы за руку здороваемся, то он целует. И 2 раза мусульмане. Если 3-й раз нельзя, православные мы 3 раза. То есть это нормальная форма общения. Это вот такая форма общения. И родственники, это тоже, как бы, это тоже вполне возможный момент. Если 2 брата взрослые, они тоже могут обняться, поцеловаться. Ну, в общем, здесь нужно различать просто здесь. ВВ, во сколько лет вы получили свой первый сексуальный опыт? И как это произошло? Я обещал откровенно, это самая такая деликатная тема, поэтому я скрывать не буду. Попытки у меня были. Мне нравились девочки в классе, что-то я пытался, но ничего не получилось. И потом я когда поехал в лагерь МГУ, вот под Анапой, там встретил девочку, которая тоже приехала. И вот там я начал, и опять не получилось. Когда вернулись в Москву уже, это был, могу даже месяц назвать, сентябрь 65-го года. Это первый контакт, ее звали Тамара, ей 17, мне 19 лет. Так что получила я свой опыт, и потом, так сказать, у меня были, конечно, встречи, контакты, а потом женитьба, и так вот все пошло, но тяжело. Насколько вы сильно любите женщин? Однажды в вашем возрасте я от более взрослых услышал такую фразу, что мужчина половину жизни своей проводит с думой о женщинах. Я думал, что это такое вообще, не может быть такого. А сейчас вот по истечении определенного периода я понял, что вот это самая наша большая и счастье, и трагедия одновременно. И здесь опасность какая? Если очень полюбить, то этому нужно посвятить всю свою жизнь. И тогда ты не достигнешь в карьере. Вот Горбачев Михаил Сергеевич очень любил свою ныне покойную жену Раису Максимовну. И вот где Советский Союз. Поэтому для лиц, занимающих высшие посты в стране, это опасно. Дядя Вов, скажите, пожалуйста, вы подкаблучник или нет? То есть кто в доме хозяин, вы или жена? Были у нас ситуации разные, когда хотела жена быть первой, и это очень расстраивало наши отношения. Поэтому сейчас я первый, она смирилась, и это нужно решать на самом первом этапе. Тогда будет более счастливая семья. А вы изменяете своей жене? У вас есть любовница? Я влюблялся и сейчас влюбляюсь. Но напрямую, чтобы вот обязательно закончилось какими-то личной жизнью, там, постельными делами, конечно, не всегда получается, мне же неудобно. Но желание есть. Желание есть. Следующий вопрос, пожалуйста. Владимир Вольфович, когда последний раз и какой подарок вы делали своей жене? Тяжело всегда с подарками. В основном деньги ей нужны. Поэтому я ей даю деньги и все. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что бить женщин это нормально? Я их не бил никого. Первая женщина, значит, она депутат была. Рядом с нами случилась драка. Один депутат хотел отобрать крест у священника Якунина. Это была очень жесткая схватка, и, возможно, было бы даже там до крови бы дошло. И мы их разняли. А она была наш политический противник. Она подскочила в эту группу депутатов-мужчин и стала каждого, так сказать, долбать кулаками и ногами. И просто ее хотели как-то остановить, потому что это же больно, понимаете, со всей силы бить руками, а ногами вы знаете, в какое место она била. Да? Вот. Это была реакция. Владимир Вольфович, а у вас есть домашние животные? Домашние животные были у меня собаки, кролики, козы, медведи. Вот сейчас овчарка у меня одна, старая кавказская овчарка. Медведи мне очень нравились, но они очень ласковые, все время вцепятся и в ногу, и лижет ее. То есть все разные были. Все, это человеку приятно, интересно. Лошадь была. Но это тяжело, содержать лошадь, я ее отдал на конезавод. У вас есть собака, вы могли бы усыпить ее? Усыпить, имеется в виду, если потребуется это сделать? Ну да.
Я не знаю, это, в общем-то, как человек относится. Если надо, и как бы ей уже все равно не жить, ну, может быть, действительно, в ветлечебницу отвезти, там ее усыпят, это к этому надо спокойно относиться. Вы не должны очень переживать, потому что на ваших глазах очень много будет трагедий в жизни. Когда вы сидели в турецкой тюрьме, как вам это понравилось? Какие вообще ощущения вы испытывали? Конечно, это неприятно. В чужой стране оказаться... Ну, это задержание было. Это не то, что срок я не отбывал, приговора не было. Меня оправдали, извинились. Там был один за убийство крестьянин, парень молодой